Жители микрорайона Марха написали открытое письмо, адресованное главе Якутии, председателю Илтумен и руководителю якутского филиала Почты России. В нем они требуют строительства нового современного здания почты взамен старого, построенного на рубеже 19 и 20 веков. Однако само здание, по мнению представителей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, нужно сохранить. Оно ведет историю еще со времен ссыльных скопцов, христианской секты, последователи которой прибыли в урочище Марха в год отмены крепостного права. Именно в 1861 году в Якутск доставили 570 скопцов, около половины из которых остались жить в Мархе. Давайте разберемся, в чем сложности решения этой проблемы. Там у нас находится более 30 объектов, имеющих культурную ценность, историческую, архитектурную, культурную ценность. Долго рассказывать об истории скопцов я не буду, потому что теперь любой читатель может зайти в интернет и найдет эту массу информации. Но опять же, для города Якутск они имеют, конечно, ценность историческую, не потому что там жили просто скопцы, которые приезжали нам с конца 19 века, и стилистика этих усадьб, она является сибирской, она для нашего региона она уникальная. И такого количества объектов у нас на территории Якутии сохранились только на данный момент только в этом микрорайоне Марха. Краевед сообщил, что здание почты имеет большую историческую ценность, и если дальше покопаться в исторических хрониках, то можно найти даже фамилии тех самых первых переселенцев, которые построили это здание. Однако, вернемся к современности. С почтой ситуация, как вы видите, неоднозначная. Люди хотят более-менее современное здание. Если вы сейчас посмотрите, то почтовое отделение, которое находится в микрорайоне, это здание старое, нет никаких коммуникаций, то есть благоустройства. Мы находимся на улице Советской, где сохранилось сразу несколько домов эпохи скопцов. Они строили дома напротив речки Мархинка, чтобы был ближе доступ к воде. Вот здесь вот ветеринарная клиника, где в 2019 году сделали ремонт. Давайте зайдем, посмотрим, как это выглядит изнутри. Одно из важнейших условий, которые ставятся перед ремонтом, это чтобы внешний облик здания оставался в историческом плане, однако внутри, как мы видим, может быть все очень современно. Дома скопцов выглядят очень красиво и придают облику микрорайона исторической аутентичности. Большинство принадлежит частным лицам. Дома, построенные деловитыми и хозяйственными переселенцами, сохранились в основном хорошо. В случае с отделением почты охранники памятников предлагают создать в здании музей ямщиков или другой объект культуры. Дом это видели, да, он все-таки обшит, да, где-то, скорее всего, в 50-х, 60-х годах он обшит. Вот если снять, опять же, вот наружную обшивку, мы можем там обнаружить настоящий деревянный, собственно, этот сруб. Если это все снять и заняться реставрацией этого дома, он будет блестеть и будет украшением, собственно, Мархи. Здание это крупные федеральные структуры, Почта России, это богатейшая организация в России. Я думаю, что при правильной работе с муниципалитетом, с городскими властями, это бы здание, конечно, было бы сохранить, потому что люди там, собственно, не живут. Впрочем, вариант перепрофилирования здания под музей почта не рассматривает, однако сотрудничает с властями для возможного переезда. Мы уже подбираем новое помещение в этом же микрорайоне города для переезда почтового отделения. Наши специалисты рассматривают помещения, сдаваемые в аренду на длительный срок и соответствующие требованиям для размещения почтового отделения. О сроках открытия почты в другом здании мы сообщим дополнительно после определения нового адреса. Администрация Мархи предлагает почте здание напротив старого филиала. Там пустует несколько помещений. Оно современное и имеет все необходимые коммуникации, однако историческая ценность бетонной коробки весьма и весьма сомнительна. Любое здание, имеющее старше 100 лет, оно имеет огромную историческую ценность для истории нашего города и республики в целом. Задача не только нашего общества, да, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, но и общества, цивилизованного общества вообще нашего города, нашей республики. Мы должны эти здания сохранить. В каком виде они будут сохранены, это мы должны работать непосредственно с самим муниципалитетом.